Здравствуйте, Николай. Хотелось бы поговорить, пожалуй, о самой главной теме, которая взбудоражила, я думаю, очень многих. И вот это атака дронов на Кремль. Скажите, во-первых, вот хотелось бы понять, вот исторически было ли раньше какое-то подобное событие? Вот это что-то новое, это новый такой прецедент. Вот как вы оцениваете это? Что-то Ну, сравнимое, скажем так, вот по... если брать события, чтобы обстреливали Кремль, ну его много раз Ну, обстреливали. Ну, последний раз это было в период Великой Отечественной войны, да, в 41 году и в 43-м такие попытки были. Но в новейшей, как бы скажем так, уже после Великой Отечественной войны истории такого, естественно, не было. Ну, сейчас другое время, как бы меняются технические средства, которые используются для террористической и военной деятельности. Поэтому ничего с точки зрения как бы текущего момента удивительного в том, что такое возможно, наверное, нет. то есть, как можно сказать, что это условно такая новые технические способы ведения войны, то есть это какая-то часть войны, вот так вы имеете в виду, вот так оцениваете? Да, я имею в виду, что это действительно часть современной войны, и в том числе, ну, все, что используется на войне, оно все может использоваться в разных целях, в том числе и в террористических целях. Мы сейчас живем, собственно говоря, в развитом информационном обществе, с развитыми информационными технологиями, в эру, когда все активнее внедряются беспилотные летательные аппараты, и это будет их количество только нарастать, поэтому удивляться тому, что их могут использовать таким образом, ну, я бы не стал. То есть на самом деле, как бы сейчас, по сути, современная война – это война технологий, в том числе война технологий, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Учитывая, что здесь не требуется каких-то специальных глубоких знаний для того, чтобы этим аппаратом воспользоваться, учитывая то, что его, в отличие от боевого самолета или даже там какой-нибудь ракеты, достаточно легко транспортировать и перемещать, то здесь как бы открываются широкие возможности и есть разные версии, в том числе версия о том, что эти летательные аппараты двигались-то не с запада и не с юго-запада, а двигались они с востока, поэтому запуск возможен из любой точки, и не случайно Собянин как бы принял решение, что запрещена сейчас эксплуатация беспилотных летательных аппаратов над Москвой. Ну, то есть это отражает текущую реальность. То есть сделать систему как бы и накрыть Кремль куполом, я думаю, что, наверное, можно, я имею в виду с точки зрения противовоздушной обороны, но Россия-то не состоит из одного Кремля, поэтому здесь достаточно сложно это сделать в глобальных масштабах. А вот если все-таки говорить о цели, да, этой атаки дронов, об очевидной и неочевидной, как вам кажется, вот некоторые вот разные есть на этот счет мнения, вот что это было, вот для чего это было сделано? Ну, если брать сугубо мое мнение, то это информационная составляющая современной войны. То есть какого-то военного эффекта здесь достигнуть невозможно, ну, по определению. Я очень сильно сомневаюсь, что даже в случае, как бы, если бы эти дроны попали туда, куда они летели, так сказать, какой-то ущерб был бы нанесен, там, скажем, Владимиру Владимировичу Путину или кому-то еще из значимых государственных персон Российской Федерации. Здесь речь идет о пропагандистских технологиях, которые сопровождают современную войну. То есть необходимо посеять панику, необходимо, чтобы каждый там отдельно взятый гражданин почувствовал себя беззащитным. С другой стороны, необходимо отвлечь внимание от того, что происходит на реальной линии боевого соприкосновения. И не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу. Там, скажем, вот в результате ударов российскими ракетами, там в том же Павлограде была уничтожена
точка или объект, на котором по разным оценкам могло находиться от 300 до 500 военнослужащих вооруженных сил Украины. Соответственно, нужно что сделать? Отвлечь внимание от этого инцидента и как бы создать новую информационную реальность. То есть здесь я не думаю, что преследуется вот в случае с атакой на Кремль какая-то такая военная цель глубокая или там ну уж очень большие надежды на это возлагаются. Другое дело, когда мы говорим об атаках беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам и по нефтебазам на юге России, то здесь это уже часть как бы того вооруженного противостояния, которое ведется на линии боевого соприкосновения. Нефтепродукты, как известно, это кровь войны, без них как бы современная техника работать не может, поэтому чем больше будет нарушен процесс бесперебойной доставки их к линии боевого соприкосновения, тем больше оперативное преимущество получит противоположная сторона. Ну, в принципе, тем же самым, только не с помощью беспилотных летательных аппаратов, а с помощью других типов носителей, в том числе и баллистических ракет, занимается применительно к конкретным боям Российская Федерация, нанося удары там по ближайшим тылам, и тем самым как бы срывая текущую оперативную работу вооруженных сил Украины. Поэтому в данном случае как бы Кремль и все остальное это как бы разные вещи. Если в первом случае это информационно-психологическая война, то во втором это реальное обеспечение конкретных там боевых задач, которые стоят перед украинской армией сегодня. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вообще на Западе, например, говорят очень много, да, все как будто бы прям одно и то же сговорились говорить о том, что это инсценировка, о том, что, конечно, никакой атаки не было, а еще говорят о том, что другие, скажем так, эксперты, аналитики говорят о том, что это очень серьезный прецедент, который будет вообще менять, да, ход войны и будет все очень серьезно осложнять. Вот ваше отношение вот к этому всему? Ну, здесь в данном случае мы имеем дело с двумя полярными точками зрения, и их появление, оно абсолютно предсказуемо. Те, кто говорят, что это инсценировка, ну, совершенно очевидно, что нужно отвлечь внимание от информационной составляющей. То есть, чтобы не акцентировалось внимание на том, что власти Украины тем самым пытаются оказать психологическое давление на население Российской Федерации и спровоцировать его, там, скажем, на какие-нибудь антивоенные действия, ну, в какой-то перспективе или как часть, комплекс мер, направленных на это. Те, кто говорят о том, что тут сразу ход войны изменится, последуют какие-то действия, ну, здесь резонно им возражают, как бы в информационном пространстве, я с этой точкой зрения абсолютно согласен, что не летят снаряды по новым субъектам Российской Федерации, летят и по старым, и по Курской области, и по Брянской области, и по Белгородской области, и по Крыму в том числе. То есть все это уже есть, то есть ничего такого нового, что радикально бы изменило политическую повестку, нет. Другое дело, что многим экспертам, и я тут готов к ним присоединиться, ну, может быть и кажется недостаточной реакция на такого рода инциденты, но здесь очень трудно рассуждать, почему именно так происходит. То есть то ли предпочитают сосредоточиться на реализации какого-то военного плана, то ли пытаются нивелировать вот это информационное воздействие, не придавая ему слишком большого или преувеличенного значения, тут судить сложно. Но вот эти точки зрения, которые говорят о демонстрации или инсценировке с одной стороны, или говорят о том, что это повод для принятия каких-то радикальных политических решений, они в данном случае как бы с действительностью имеют мало общего. То есть, на мой взгляд, даже ничего нового не произошло. Идет специальная военная операция со всеми сопряженными с ней рисками, и как бы ожидать, что все будет тихо и безоблачно, ну, было бы, по крайней мере, странно.
А по вашему мнению, реакции еще не было, но ее и не будет, потому что вот, например, Сергей Лавров отметил, что вот реакцию стоит ожидать. Вот и это одно. И второе, говорят, что наоборот, что есть ряд экспертов, которые утверждают, что это была спланированная акция для того, чтобы как раз последовала очень жесткая реакция, что вовлекло бы напрямую и НАТО, и США в конфликт, как того хотели бы, например, в Киеве. Вот ваше отношение к этим позициям? Ну, я думаю, что те, кто высказывают подобную точку зрения, они льют воду на мельницу информационной кампании, которая ведется киевским режимом. Ни много ни мало, поскольку очень сложно предполагать, что люди, контролирующие серьезные вооружения в России, в том числе ядерное оружие, будут принимать эмоциональные решения только лишь потому, что совершена такого рода, по большому счету, провокация. Естественно, ожидать, что в Кремле надавят на ядерную кнопку, это вызовет Третью мировую войну или начнут беспорядочно, так сказать, выпускать ракеты в сторону стран НАТО, для того, чтобы такое предполагать, нужно иметь очень слабое представление о системе принятия решений в крупных, тем более ядерных державах. Да, всем очень хочется, чтобы в эту войну вступили, открыто вступили Соединенные Штаты, их союзники по НАТО, но ни Российская Федерация, ни НАТО, США явно не горят желанием такую войну начинать, потому что это действительно будет Третья мировая война со всеми вытекающими последствиями. Да, к этому их хотят подтолкнуть. Подтолкнуть те, у кого, с одной стороны, нет никакой политической ответственности, с другой стороны, те, кто рассуждает по принципу, что после нас хоть потоп. Но эти люди отнюдь не принимают такие серьезные глобальные решения. Поэтому я не думаю, что здесь кто-то серьезный, по большому счету, или вообще немного понимающий, так сказать, в военно-политических раскладах мог ожидать, что ответ будет непропорциональным и будет способствовать втягиванию в открытому вооруженные конфликты Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО. Я думаю, что это рассчитано на обывателя, который, может быть, не очень хорошо эти вопросы понимает, или эмоционально преувеличивает возможную реакцию. Николай, огромное вам спасибо, что в очередной раз нашли возможность ответить на наш